Этот объект является первым культурным центром в этом селе, и поэтому нетрудно представить, насколько важным и значимым подарком он стал для жителей. Теперь у взрослых появилось место, где они могут проводить свои сходы граждан и какие-либо другие встречи для обсуждения важных вопросов, а дети теперь смогут спокойно развивать свое хобби. Амалия Пугоева уже 3 года как взяла в руки кисть и начала переносить на бумагу красоту пейзажей Горной Республики. Если раньше ей приходилось оставаться на дополнительные кружки в школе или вовсе записываться в другие различные художественные учреждения, то сегодня все это позади. В новом доме культуры создан кружок рисования, руководителем которого стал народный художник республики Муса Мартазанов. Стала возможность записаться в кружок, заниматься любимым делом, рисовать и так далее. Судя по рисункам школьников, нельзя сказать, что они только начинают, но и до матерых художников им, конечно, далеко. Как отмечает руководитель кружка, помещение, отведенное им, очень светлое и просторное. Фантазии и вдохновения у места хватит. Это островок культуры. Я думаю, что дети будут подтягиваться, интересоваться, заниматься, проявлять свои способности творческие, развиваться. Помимо художественного, здесь есть еще и хореографический кружок, где дети будут обучаться мастерству национального танца. Также расположена и большая библиотека, в которой собрана научная литература, детская и, конечно же, классика. Есть книги по всем отраслям. Есть вот Соросовский фонд, зарубежная классика есть, детские книги есть, фантастика есть. Справочная литература есть для студентов, для учащихся, для учителей школы. Есть просто художественная литература. Книги очень интересные, пользуются большим спросом у жителей села. На официальное открытие Дома культуры прибыли министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава республики и председатель Народного собрания региона. Лев Кузнецов, обращаясь к жителям, отметил, что культурное и духовное воспитание подрастающего поколения – это очень важный процесс, и ему нужно уделять особое внимание. По его мнению, именно культурное многообразие нашей страны и дает нам силу и право гордиться своей историей. Почти что 60% жителей именно живет и трудится на селе. И очень важно, чтобы для вас были созданы условия, позволяющие детям получать достойное, качественное образование, молодежи заниматься спортом, знать и изучать свою историю, развиваться культурно и духовно. Старикам передавать свои знания, традиции, которые они приняли от старших, будущему молодому поколению. И это создает, с одной стороны, самоидентичность, целостность, но с другой стороны и то многообразие нашей великой России, которым мы гордимся и которое мы стараемся сохранить. Глава субъекта, в свою очередь, подчеркнул, что в этом году федеральная программа развития туризма и культуры в республике будет продолжена. И в ее рамках у нас будет открыто еще 8 домов культуры. Этот дом культуры будет не только объектом, где проводятся кружковые, культурные другие мероприятия. Здесь же будут проходить сходы населенного пункта. Мы помним, как первый сход или второй сход в селе проводили в школе. А сейчас есть возможность. Здесь же надо показывать кинофильмы, мультики. Здесь же надо максимально постараться загрузить этот дом культуры, чтобы он был заполнен до 22 часов каждый день, особенно в выходные, праздничные дни. Спикер регионального парламента поздравляет своих односельчан с открытием долгожданного Дома культуры и отметил, что Яндырь является селом, вырастившим достойных сынов, которые то и дело прославляли республику в различных направлениях. Конечно же, отец и сын – это генералы Султыговы. Генерал Чичоев учился, закончил Яндырскую школу. Также у нас первый летчик гражданской авиации Магомед Хашигульев. Ну и, конечно, здесь присутствующий депутат Верховного Совета РСФСР Ибрагим Юсупович Костоев. Давайте им всем поаплодируем. Актовый зал Дома культуры рассчитан на 200 человек, что позволит провести здесь любые массовые сборы граждан. А список кружков в дальнейшем будет только пополняться. В общем, будут созданы все условия для проведения досуга и получения знаний. Кружки выходного дня, где те родители, которые проживают в селении, имеют какие-то навыки в других видах искусств, смогут приходить сюда и передавать свои навыки, умения подрастающему поколению. Я считаю, что это очень большое достижение. Огромное спасибо руководству республики и, конечно, Министерству
Министерство культуры России, который ежегодно возводит, помогая финансовым средствами, помогает нам возводить объекты культуры. Если дети еще не особо понимают всю значимость этого события, то более взрослое поколение знает, насколько сильно они нуждались во Дворце культуры. Мы давно и очень долго ждали. Сначала был только слух о том, что будет строиться. Потом процесс строительства начался. Все жители села наблюдали за этим ходом, приходили, смотрели. Было всем интересно, и маленьким, и старшим. Сейчас у нас в селе свой дом культуры. Это очень важный объект, потому что сельчанам негде было собираться, негде было обсуждать текущие проблемы, негде было отмечать знаменательные даты, которые мы любим всем народом. Ходили в соседнюю школу, там актовый зал нету, занимали спортзал, мешали учебному процессу. А сейчас нам очень легко, мы очень безумно рады этому процессу, что у нас в селе будет дом культуры. Завершилась торжественная церемония открытия Дома культуры передачей символичного ключа директору. Индира Манкива, Мэрбек Миржоев, Новости 24.